Встречайте утро нового дня вместе с нами. В ближайшие 2 часа я и мои коллеги будем знакомить вас с полезной утренней информацией. 6 октября на календаре, день недели, вторник. В этот день отмечается День страховщика. Также Всемирный день охраны мест обитания сегодня. А кулинары отмечают сегодня День любителей чеснока. Ровно 131 год назад в этот день в Париже открылось ночное кабаре «Мулин Руж». 6 октября 1927 года состоялась премьера первого звукового фильма. Назывался он «Певец джаза». А ровно 10 лет назад мир впервые познакомился с фото и видеоприложением Instagram, который сейчас считается наиболее популярной социальной сетью. Согласитесь, что бы мы сегодня без него делали. Приложение сегодня доступно на 25 языках мира. Такими датами отмечен день 6 октября. Что нам скажут синоптики, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -1, +2 градуса. Днем ожидается +5, +6. В Заречье -2, +1 утром, днем +2, +5 градусов. В южных Улусах -1, -4 утром, днем до +6. В Вилюйских Улусах +3, +5 утром, днем +9, +10 градусов. В Нижнеленских Улусах +1, +3 утром, днем +3, +5 градусов. В Западных Улусах +3, +4 утром, днем +8, +11. В Колымыйдигирских Улусах -1, -6 утром, днем +1, +4 градуса. В Янских Улусах -5, +1 утром, днем +2, +4 градуса. В северо-западных Улусах -1, +1 утром, днем от 0 до +2. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 1 градус. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается +5, +7 градусов. В американском лесу нашли огромную паутину. По словам местных жителей, в такую может попасться даже человек. Сотрудник Департамента охраны окружающей среды американского штата Миссури сфотографировал в лесу огромную паутину. Благодаря специалистам вскоре удалось узнать, что такие кружевные салфетки между деревьями плетут пауки-кругопряды. Но какой именно вид оставил эту гигантскую сеть, установить не удалось. В семействе кругопрядов насчитывают около 3000 видов пауков. Местные жители отмечают, что в такой крепкой паутине может запутаться даже человек, если не заметит ее в темноте. Ну а в WhatsApp появилась вечная тишина. Совсем скоро в мессенджере станет меньше уведомлений. WhatsApp позволяет ограничить уведомления из определенных чатов на тот или иной период. Но однажды, спустя 8 часов или через год, группа все равно становится активной. Наконец, мессенджер разрешит навсегда заглушить определенные чаты. Теперь эта удобная функция добралась до бета-версии самого популярного мессенджера. Опция навсегда заменит пункт на 1 год в текущих настройках отключения уведомления в чате. Эту настройку обнаружили в публичной бета-версии, а значит, до ее релиза осталось совсем недолго. Также стало известно, что WhatsApp тестирует новый пользовательский интерфейс управления хранилищем в приложении. Он начал появляться у некоторых пользователей после обновления. Как совершать покупки и при этом получать за это деньги? Благодаря системе лояльности своей можно сохранить семейный бюджет. Более подробно в следующем сюжете. Система лояльности свои от Алмаз-Эргенбанка. Что это такое и какая выгода от кэшбэка? Алмаз-Эргенбанк увеличит кэшбэк каждому 5000-ному участнику системы лояльности свои, которая объединяет уже более 25 тысяч жителей Якутии.
Алмазэргенбанк решил дарить удвоенный кэшбэк на 3 месяца по всем операциям в точках продаж партнеров каждому 5000-му новому участнику системы. Система лояльности «Свои» в Алмазэргенбанке начала работать с декабря 2019 года. Уже за этот период к нам подключились более 240 партнеров торгово-сервисных предприятий, которые работают локально на территории Республики Саха-Якутия. Также у нас более 25 тысяч уже пользователей физических лиц, которые совершают покупки у наших партнеров, которые оплачивают свои покупки картой Алмазэргенбанка и получают кэшбэк. Участие в программе для партнеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оно абсолютно бесплатное. Так же, как и для физических лиц, держателей карты Алмазэргенбанка. С момента запуска системы «Свои» в декабре 2019 года сумма выплаченного кэшбэка составила свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Партнерами являются уже более 200 предприятий и 300 торговых точек в столице и районах республики. Таким образом, в каждом улусе на всей территории республики есть партнеры системы, которые выплачивают кэшбэк своим покупателям. В городах, поселках и селах жители республики получают кэшбэк при оплате покупки картой Алмазэргенбанка от 1 до 20% живыми деньгами. Самый большой размер кэшбэка в поселке Уснера 20%, а самые большие выплаты в Нюрбе и Тыккёле. Подключиться к системе лояльности «Свои» физические лица могут в мобильном приложении нашего банка. Открывая мобильное приложение, вы увидите кнопочку «Свои», подключаетесь и уже можете получать кэшбэк на свою карту. А для партнеров на сайте свои.albank.ru есть функция подключения. Вам достаточно заполнить договор и отправить ее нам. Мы рассмотрим ее в течение 3 дней, и вы станете нашим партнером и будете выплачивать кэшбэк своим покупателям. Напоминаем, система лояльности «Свои» возвращает с каждой покупки кэшбэк реальными деньгами. Владельцы пластиковых карт Алмазэргенбанка с легкостью могут приумножить средства. Начисление сразу отражается в приложении АЭП Онлайн 2.0 после подтверждения операции по карте. Зачисление кэшбэка на карту происходит в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Стать участником системы лояльности можно через мобильное приложение АЭП Онлайн, операторов колл-центра или в офисах Алмазэргенбанка. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Добровольчество играет очень важную роль, особенно это показала пандемия. Не только помогать, но и приобщать население к здоровому образу жизни нацелено общественное движение волонтеров-медиков. И с нами сейчас на прямой связи по скайпу заместитель регионального координатора волонтеры-медики Дарина Анисимова. Дарина, доброе утро. Доброе утро. Дарина, как нам известно, недавно проект волонтеров одержал победу, в специальном конкурсе Фонда президентских грантов. Расскажите, что это за проект? Этим летом мы, получается, выиграли конкурс на реализацию проекта, который называется «Команда здоровья в условиях пандемии». Проект направлен именно на решение проблем низкой готовности людей к условиям самоизоляции и карантинных ограничений. Не секрет, то, что во время пандемии волонтерские организации показали свою готовность помогать, обучать, доставлять продукты питания и необходимые лекарственные средства, И поэтому командой здоровья будут предприняты меры по обеспечению защиты и неспецифической профилактики уязвимых групп людей. Дарина, мы также знаем, что в данный момент идет набор волонтеров, открывается прямо школа. Как будет проходить обучение? Для эффективной работы этого проекта мы, конечно, занимаемся поисками новых волонтеров. Открыт новый набор и по сей день. Можно зарегистрироваться и отправить заявку на сайте dobro.rf.
А обучение волонтеров проходит в нашем образовательном проекте «Школа волонтера-медика». Вот уже со вчерашнего дня 40 волонтеров начали свои занятия. То есть после обучающего цикла в школе волонтера-медика мы им выдаем сертификаты об окончании, и они могут приступать к участию в добровольческой деятельности, могут проводить онлайн занятия, интеллектуальные игры в сфере здравоохранения, тем самым увеличивая охват информированного населения. Мгм. Дарина, а какие еще планируете мероприятия? Какие планы, да, у движения волонтеров-медиков? Наши основные планы, то есть, получается, это увеличение медицинской грамотности населения. После ШВ мы планируем проводить мастер-классы, тренинги с участием сертифицированных тренеров, даже врачей. И, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить и озвучить партнеров наших. Это, конечно же, Северо-Восточный федеральный университет, Якутский медицинский колледж, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики, Республиканский центр медицинской профилактики и Центр по работе с волонтерами нашей республики. Дарина, давайте еще раз напомним, куда можно обратиться всем желающим, которые еще сомневаются, да, но, возможно, есть желание и хочет стать волонтером. Да, конечно, вступайте в нашу команду здоровья, оставляйте свою заявку на платформе добро.рф, сделайте вклад в формирование здоровья нации. Всех ждем. Дарина, спасибо вам огромное за утреннюю беседу. Желаем вам отличной работы и много желающих, чтобы все-таки приходило к вам. Спасибо за ваше доброе дело. Ну а почти 80 лет назад прошли ожесточенные бои под Москвой и Тулой. Подлинные архивные документы раскрывают новые истории о героях войны. Об уникальной находке поисковиков из Тулы смотрите в нашем следующем сюжете. Перед вами уникальный документ – список фронтовиков из Якутии, обнаруженный недавно в архивах Минобороны. Якутяне служили в 16-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии во время Великой Отечественной войны. Установить судьбу солдат, пропавших без вести, и их места захоронений помогли поисковики из Тулы. Значит, здесь имена, фамилии, дата гибели, адрес, откуда призывался. Валерий Васильевич Новиков, опытный поисковик, автор книги об истории 16-й стрелковой дивизии. В рядах этой дивизии воевали красноармейцы из Якутии. Личная семейная история поисковика неожиданно оказалась связана с именем якутского солдата. Его родной дядя, рядовой Василий Беляев, вместе со своим командиром Иннокентием Никифоровым 23 июля 1943 года были награждены орденом Красной Звезды. О подвиге Никифорова Иннокентия Прокопьевича. В боях с немецкими оккупантами в районе деревни Холмище Ульяновского района Орловской области он командовал взводом, который под его руководством истребил до 25 гитлеровцев и были захвачены трофеи. Он сам лично уничтожил 3 немецких солдат. Копии подлинных документов, списки, приказы, наградные листы тулики передали представителям якутского землячества в Москве. Особенным стало письмо, адресованное ветерану войны Павлу Николаевичу Платонову. Но есть у нас живая память. Живая память – это наш туляк Пронин Василий Гаврилович с 25-го года рождения. И ваш уважаемый якутянин 1925 года рождения. Они живые, понимаете? В Якутии он живет на улице Октябрьской. И ваш уважаемый ветеран, ныне живущий, он с 11 армии. И я хочу, чтобы вы передали в Якутию вот этот дар для него. В письме не указан точный адрес фронтовика из Якутии. Известно лишь одно – Павел Николаевич проживает на улице Октябрьская в городе Якутске. Чтобы письмо из Тулы дошло до адресата, якутское землячество просит откликнуться родственников ветерана.
Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 6 октября, вторник на календаре. В условиях севера авиация продолжает оставаться единственным круглогодичным видом транспорта, позволяющим осуществлять регулярную доставку пассажиров, почты и других грузов, причем в самые труднодоступные населенные пункты. Важнейшим слагаемым этой работы наравне с наличием соответствующего парка воздушных судов является качественное метеообеспечение полетов. Сегодня в нашей студии сотрудник Якутского управления гидрометеослужбы Виктория Тедикова, начальник отдела метеообеспечения авиации Якутии. Виктория Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, с чего начинается ваш день, как он начинается? Ну, мой день начинается с того, что я собираю информацию со всех наших авиационных подразделений о готовности к работе, о работе приборов, о работе средств связи. И потом уже составляется план работы на сегодняшний день. Вот, авиаподразделений у нас на территории Якутии 36. На каждом аэродроме и на некоторых авиаплощадках у нас есть авиационные станции метеорологические, у нас есть авиационно-метеорологический центр, который располагается в аэропорту Якутск. Это самое крупное наше подразделение. И на некоторых площадках метеорологических и в некоторых аэропортах есть оперативные группы, так называемые, которые как раз специалисты этих групп и производят метеорологическое обеспечение полетов. Вот. Ну, что еще сказать? Главные цели метеообслуживания, да? Главные цели у метеообеспечения – это, во-первых, безопасность полетов, прежде всего. Затем эффективность полетов, своевременность выполнения полетов. Это все, конечно, основные, так сказать, три кита нашей работы. Ну, наша работа, конечно, очень сложная, очень ответственная. Много чего нужно знать, потому что авиационная метеорология – это вообще, по идее, как бы конгломерат наук. Это и физика, и математика, и география, и химия. Ну, еще много, как говорится, элементов из других наук входит сюда. Вот. Ну, высококвалифицированные у нас специалисты. Это, в общем-то, прежде всего должно быть для того, чтобы метеообеспечение наше было качественным. Ну вот что касается, да, как раз-таки кадрового вопроса, Да. приходят ли молодые специалисты? Вы знаете, кадровый вопрос – это один из основных наших, скажем так, вопросов, нерешенных на сегодняшний момент. Почему? Потому что вы сами прекрасно знаете, что, конечно же, такая специальность, она требует образования. Авиационных синоптиков у нас на всей территории Якутии, а территория Якутии достаточно большая, вы знаете, да? Это самый большой регион нашей страны. Всего 45 синоптиков работает сейчас в нашем управлении на метеообеспечении авиации. А вообще это составляет всего 54%. Поэтому вы можете понять, с какой интенсивностью приходится работать нашим специалистам. Ну, с техниками-метеорологами, которые осуществляют, так сказать, наблюдение за погодой, немножко ситуация получше. Там обеспеченность кадрами порядка 78, наверное, процентов. Ну, все равно, как говорится, нам не хватает специалистов, особенно в северных районах, особенно на северных аэродромах. У нас, в общем-то, отсутствие кадров. Ну, это, наверное, связано, в общем-то, еще с нашими суровыми условиями, потому что молодежь, которая приходит к нам, а приходит к нам в последнее время специалистов немного, и они все хотят остаться в Якутске. В Якутске или как минимум в каком-нибудь из Никто более не хочет в удаленные места крупных уезжать. городов. Да, в удаленные места ехать никто не хочет. А почему? Потому что все-таки вы сами понимаете, что там и сложности бытового характера, и плюс еще развлечений мало для молодежи. Вот. Ну, а молодежь, понятное дело, им хочется куда-то и сходить в какое-то там кафе, посидеть, там конечно. в какой-нибудь Развеяться. культурный центр, развеяться. Конечно, да.
в этом плане вот такие сложности у нас есть. И поэтому, конечно, хочу пригласить выпускников школ. Приходите к нам работать. У нас очень интересная работа. У нас очень хороший коллектив, высококвалифицированные специалисты. Ну, конечно, в основном это специалисты, так сказать, еще возвращенные в СССР. Вот. Ну, сейчас, к сожалению, уже многие уходят на пенсию, и нужна замена, очень нужна замена. И поэтому мы приглашаем всех. У нас есть в стране несколько вузов, которые готовят кадры для нашей специальности. Это прежде всего Российский гидромедуниверситет, который в Санкт-Петербурге располагается. Затем у нас Саратовский университет, Пермский университет, Томский университет, Дальневосточный университет, Иркутский. Они все, ну, Московский, соответственно, тоже, они все готовят синоптиков. Они все готовят синоптиков. Ну, синоптики, в общем-то, некоторые работают на метеообеспечении авиации, как мы, авиационные синоптики. Некоторые работают в народном хозяйстве. Тут уже, в общем-то, подразделений у нас много. Кто-то климатом занимается и так далее. Поэтому приходите. А для техников у нас готовят кадры Иркутский гидромедтехникум в основном. Есть еще, кстати, гидромедтехникум во Владивостоке. Это вот я называю ближайшие. Виктория Дмитриевна, ну о проблемной стороне мы, так скажем, сказали. А какие приятные моменты в вашей работе? Ну, приятный момент для любого метеоролога, для любого синоптика, чтобы его прогноз оправдался. Это прежде всего. Пусть он даже будет нелетный, но он тоже должен оправдаться, потому что синоптик ожидает вот именно такие синоптические условия. Вот. И, конечно же, какие еще приятные моменты? Чтобы был выполнен план полетов на сегодняшний день. И тогда, конечно же, человек уходит с работы с чувством выполненного долга, что все хорошо, работа выполнена хорошо, и поэтому как бы отдыхать намного Можно приятнее. спокойно лечь спать, да? Да, конечно, и отдыхать приятнее. Хотя синоптик, приходя даже с ночной смены, он будет переживать, и долго еще, пока вот этот период не закончится. Виктория Дмитриевна, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Спасибо вам за приятную беседу. Я думаю, нашим телезрителям также было интересно узнать о вашей деятельности чуть больше. Ну а я с вами прощаюсь. Всем отличного дня.